Продолжаем рассказ по выставке «Охотничьи тропы», которая знакомит с промысловой охотой в повседневной жизни и мировоззрении коми-зырян. У коми есть загадка. В лес идет, стелет холст, из леса идет, мотает холст. Сегодня речь пойдет о лыжах, незаменимом средстве передвижения в заснеженной тайге. Литературные и этнографические рассказы о промысловой охоте зырян не обходились без перечисления удобного и функционального снаряжения охотника. Бытописатели обязательно упоминали лыжи. В очерке «Лесное царство» Павел Владимирович Засадимский рассказывает так. На добычу зыряне ходят 2 раза в год. На первое осеннее лесование они отправляются в конце сентября и возвращаются в половине декабря. Второе лесование, зимнее, продолжается с начала января до половины марта. Запасшись провизией и взвалив ее на нарты, род узеньких длинных саночек, с ружьем на плече, зырянин смело углубляется в свои болота и леса. Его серая собачка, очень смахивающая на волка, также смело сопровождает его на охоту. Зырянин при этом запасается еще лыжами, низа которых для удобства покрывают оленей шкурой мехом вниз. При всходах на горы и спуске с них лыжи без этой шкурки могли бы раскатываться и затруднять охотника. Иногда зырянин уходит от дома верст за 500, за 400. Лыжи чаще всего делали из березы и ели. Длина лыж 1,5–2 метра при ширине в 14–17 см и толщине в 1–2 см. Ножной ремень лыжи обычно сыромятный, снабжен узким пяточным ремнем с концом, служащим для закрепления его от сползания с пятки. Большинство охотничьих лыж обито снизу или обтянуто целиком оленьим и иногда телячьим камусом, мехом с ног оленя. О традиции перемещения северных охотников при помощи лыж свидетельствует уникальная археологическая находка из музейного собрания, представленная на выставке. Это фрагмент древнейших в мире лыж, прямых аналогий которому неизвестно. Он сохранился в слое торфа на Висском торфянике, памятнике эпохи мезолита у озера Синдар. Сделан он из сосны. Археолог Григорий Михайлович Буров, автор находки, так описывал особенности этого уникального предмета. Передняя часть сильно приподнята, что достигнуто путем вырезывания. У лыжи нет бортика, и в целях увеличения ее прочности она снабжена сверху волнистым в плане валиком, проходящим через середину лыжи. Эта особенность заставляет видеть в ней именно лыжу, а не полос. Приподнятый конец вещи был увенчан рельефным выступом. По обе стороны от него проделаны отверстия для привязывания веревки, за которую лыжник мог держаться при спуске с горы или тащить лыжи за собой. Наиболее интересной особенностью является то, что она украшена спереди скульптурным изображением головы лося. Очень реалистически переданы уши и морда, причем глазам и нижней губе соответствуют выпуклости. Скульптурное изображение головы лося на изгибе ходовой части лыжи относит памятник к древнейшему произведению искусства на территории европейского северо-востока. Изображение сакрального животного, вероятно, наделяло лыжи магической силой. Существование волшебных лыж находит отражение в мифологии коми. С древности жители сел близ озера Синдар рассказывают легенду о смелом охотнике Иркопе, преодолевшем на волшебных лыжах огромные просторы тайги и тундры до Уральских гор. В основе сюжета коми-легенды о Иркопе тема охоты за небесным лосем-оленем, космогонических представлений о цикличности времени, смене темного и светлого, дня и ночи. Этот сюжет распространен у разных народов. В мифах обских угров лось, как и медведь, имеет небесное происхождение. Некогда лось имел 6 ног и мчался по небу так быстро, что никто не мог догнать его. Тогда на охоту отправился сын Бога на лыжах из священного дерева. Охотнику удалось согнать лося с неба на землю и отрубить ему лишние 2 ноги. Но следы небесной охоты навсегда запечатлелись на небе. Млечный путь – это лыжня охотника. Плеяды – женщины из его дома. Большая медведица – сам лось. Небесный же охотник с тех пор сам поселился на земле, где было изобилие дичи. Фрагмент лыжи, хранящийся в собрании Национального музея Коми, вероятно, древнейший образец искусства населения лесной зоны Европейского Северо-Востока и одно из древнейших сохранившихся средств передвижения.
Специалистам известны находки лыж и их изображений, обнаруженных в Норвегии, Швеции, Финляндии, Прибалтике, Свердловской и Псковской областях России, возраст которых от 3 до 6 тысяч лет. По данным радиоуглеродного анализа, фрагмент лыжи из Висского первого торфяника имеет возраст 8 тысяч лет. Исследователи Севера и Сибири подчеркивают особое место лыж в культуре северных народов и развитии цивилизации в целом, аргументированно называя лыжи метафорой большой истории культурного развития. Непревзойденные навыки передвижения на лыжах сохранились в современное время в повседневной жизни, промысловой охоте. Культурная преемственность наблюдается не только в сакральных образах, но и в традиции функционального применения этого изобретения северных народов. Профессор Тартусского университета, антрополог Арт Лейте, высказывает мнение о том, что встречающиеся с доисторических времен на землях финно-угорских народов лыжи претендуют на список финно-угорского культурного наследия.